Зазичилхис масочка багатош. Тахай чилел авай хаватош. Лезгистан дин нурар гарнишчкана. Викех тошчон ванто той хаклахана. Зон волшадия, вон мурадия лезгистан. Вон лезгирин, вон дагверин ямакан. Шумут халквал пяхиль хана мукна. Шумут аклах чалвехейла галукна. Ина хар садрик михитир дагвия. Чаккайди лезги михит ивия. Хар сакихал ватан патал дирия. Зирикеват хаичирни лезгия. Однажды проезжал богач с охраной, весь такой важный, но глупый человек. Увидев возле дома беднягу-бедолагу, решил он дать никчемный здесь совет. Ты бедный, слышишь, под ногами не валяйся, возьми вон веник, иди и подметай. Таким, как я, не будешь, не старайся, и даже в своих снах об этом не мечтай. И бедный старичок ушел с дороги, хоть никому он вовсе не мешал. Эх, глупые, слепые стали люди, он о богатстве даже не мечтал. Он так хотел увидеться с семьёю, которая уже на небесах, и крикнул вслед богатому с обидой: «Хоть ты богат, но дело не в деньгах». Когда-то тоже был таким богатым, и сердце свое потеряло страх. Постой, богач, я расскажу о жизни, поверь, ведь счастье вовсе не в деньгах. История моя так начиналась, богатым был, про милость забывал. Поверь, я тоже, как и ты, с гордыней шел, людей не признавал. И вот однажды я влюбился в одно чудо, она прекрасная мать, жена была. Ох, как же я любил своего сына, но вот судьба злодейка забрала. Я потерял их, и сломалось сердце. Как долго я в себя не приходил. Скажи, ну чем мне помогли в то время деньги? Наверное, это вправду заслужил. Мне Бог, наверное, не простил гордыню, и высокомерие мое он не простил. Поистине я совершил ошибку, ах, вот неправильно я в жизни поступил. Потом раздал я всем свое богатство и дал бездомным детям кров. Я все бы отдал, чтоб вернуть семью, вернуть их вновь. Теперь я одинок и нищий, деньги не сделали добро. Они сломали мою душу, они забрали все мое. Слушай, богач, пока не поздно, гордыню убери свою. Делай добро и будь попроще, надеюсь, встретимся в раю. Семья Шайдаевых смогли сделать невозможное. Чудо-школу возвели в наше время сложное. Весь процесс был под контролем. День за днем, за часом час. Лишь бы в срок открыться школе, не снимали с нее глаз. Дорогие Шайдаевы, примите от учителей, от родителей, детей, от всех жителей села благодарности слова. Обещаем, что не зря школу открываете. Вы о нас еще не раз из газет узнаете. Что желает в день рождения? Мнений двух, конечно, нет. Звон звонков и восхищение, достижений и побед. Билбира
Korkun kadar şkola şehir. Çün dünya dinlik manarya. И dünya çazya amanat. Хайтачна чадалат. Сатсадал же мир хавалат. Çün dünya dinlik manarya. Düz gafarla hayt avuna. Sada sada salam gana. Çün bende yar ya lahana. Hator ıhır. Ya halka. Düz gafarla. Fana dünya ya imsaza. Takan veler ta korayma. Dünya dikay kay şirindat. Kadar ciyin insan arya. Akoz mir arayar kana. Madra haç zonna hak cana. Ша akoz künse kin hana. Чун сават кан манарья. О, Родина моя, прекрасна ты! С тобой осуществляются мечты. Ты гордость и очаг, основа любви. Для тебя мне не жаль моей головы. На протяжении многих веков Россия сотни отбила врагов. Ее слава огромна, ей нету границ. О ней написано очень много страниц. Родина моя красива, слова нет. Каждый ее закат и каждый рассвет, густые леса и голубые моря, все это очень сильно радует меня. Пусть солнце все так же блестит в небесах, пусть купаются люди в нежных лучах, все больше любуясь их верной державой и все больше гордясь российской славой. Хикванахмак хайван явун, и дочна сак ускатун. Фикиревик олахтавун, амахака флушахурун. Скрек фурфач алакшида, килел виса балакода, алцурарес аданеда, и вик улукхай гасав кверда. Лухудани сава сакар, чизванива сефил хабар, и тамахатного вентуар, им души фенчить нахуар. Илеви карпуша навор, заизвади я хатур, и изва масабру мурмур, я крилчур ханвай шанавор. Абдуллагарова Жасмина, ученица 8 Б класса, Шейдинтай, Дидет Чал. Çal güzel ya, her millettik akoday. Kuha bahtlu ya, didet çalalı ve haday. Zididet çal, zilizgi çal, zimasan. Vasülmehta, didediskiz, ziksan. Didet çalal ve hadızun kanival. Şirin, halal, avada kanival. Lezgi çalan, sahiba çakbul ava. Süleyman'ın viki halk din kul ava. Yetimemin lezgi çalalı da hana. Ali bega çazıdaman erkena. Kütahte jet, kadar ava lezgi yedir. Her cüledin, hunar ava lezgi yedir. Шахкеримова Севиля. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие, тяжелые 3 года, 10 месяцев и 13 дней шли с боями советские солдаты к победе. 9 мая 1945 года наши солдаты водрузили над повешенным Рейхстагом красное знамя победы. И наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами. Роберт Рождественский, отрывок из поэмы «Реквием». Помните, помните, через века, через года, помните,
Помните достойно, люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам, ведя корабли о погибших, помните, встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька!» Сынок, словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншея в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька!» Сынок, словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншея в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Дома все ей чудилось кино, все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.